уважаемые ребята. Я рада вас увидеть в стенах вашей гостеприимной гимназии. Спасибо вам за помощь на уроке. А сегодня мы с вами немного побеседуем. Сегодня мы встретимся в одноклассном чате. Обратите внимание, пожалуйста, на экран. Какое слово здесь мы видим? Гармония. Скажите, пожалуйста, какие слова у вас ассоциируются с словом гармония? Ребята, давайте мы поработаем с этой группой немножко, да? Посовещайте 10 секундочек и скажите, пожалуйста, что для вас слово гармония, с чем она ассоциируется? Да, пожалуйста, давайте правило одного микрофона, да, говорит один, хорошо? Ну, пожалуйста, нам Тимур. Со спокойствием. Со спокойствием, хорошо, все верно. Ваша команда как считает, что такое гармония? С чем она у вас ассоциируется? С музыкой, совершенно верно, оркестр играет, инструменты играют ладони друг с другом, да, это тоже гармония, совершенно верно, еще. С дружбой, почему? Потому что в группе должна быть гармония, чтобы все были довольны, счастливы. Да, совершенно верно. Молодцы, получилось. Сплоченность в вашем коллективе, в вашем классе, совершенно верно. А скажите, пожалуйста, а можно говорить, что гармония внутри нас? Внутри каждого человека, вот равновесие. Если что-то случилось, гармония нарушена, да, равновесие. Согласны со мной? Гармония в семье может быть, ребята? Да, совершенно верно. Гармония в семье, когда все ладят друг с другом. Если что-то случается, ну, все-таки они обратно что? Мирятся, да, находят компромиссы и так далее. А сегодня мы немножко будем с вами говорить о гармонии с другой стороны. Давайте мы с вами послушаем сейчас звуки. Итак, послушайте, пожалуйста, два звука. Первый звук. Послушайте, пожалуйста. Машина, совершенно верно. И еще один, ребята, звук. Давайте мы послушаем его тоже. Машина. Еще один. Закройте глаза. Закройте глаза и послушайте. Да? Представьте, что мы идем по парку или в лесу где-то. Да? И слышим такой звук. Итак, ребята, как вы думаете, какой же звук у нас звучит гармоничнее? Что вам больше понравилось? Звук трафика, такого движения или вот эти птичьи голоса? Птичьи голоса. А почему? Что это такое, по сути? Это более спокойно. Более спокойно, нас расслабляет, да, успокаивает. Это звуки чего, ребята? Природы, да? Звуки природы нас всегда успокаивают. Шум океана, ручейка, допустим, ручей червей. Это все нас успокаивает. Давайте мы с вами подведем итог. Что же такое гармония? Вот здесь природа — это гармония, да, ведь спокойствие. Обобщим давайте, смотрите. Что же такое гармония? Это согласие, баланс, созвучие, вы уже говорили, связь с чем-то, равновесие. Вы совершенно все были правы, когда говорили про гармонию. Сейчас, ребята, я предлагаю вам посмотреть на тему нашего классного часа «Живи в гармонии с природой». Вот такая тема у нас сегодняшнего урока. Смотрите, ребята, мы сейчас будем смотреть отрывок из мультфильма, но для первой команды у меня первый вопрос. Как бы вы охарактеризовали главного героя этого мультфильма? Вторая команда у нас отвечает, что он сделал неправильно или наоборот правильно, а третья команда подумает в течение ролика, встречаете ли вы подобное в своей жизни. Хорошо, ребята? Смотрим и, пожалуйста, попробуйте ответить на данный вопрос. Затем вы пока подумайте. Да?
Итак, ребята, ну что, команда подумала. Скажите, хороший это герой, или вот он что-то плохое прям совершенно делает, или он давайте, пожалуйста, скажите, какой он, Анна? Не ценит природу. Ну, какой он еще? Я могу представить этого мальчика в виде Европы, а природу в виде России. Ага, немножко политика. Давайте немножко от политики отойдем сегодня, да? Юлиана посчитает. Он ответственный или безответственный, добрый или злой? Какой он? Безответственный, ага. Еще варианты? Глупый. Ведет себя безответственно, да? Так, вы, ребята, вы отвечаете, ведет себя он правильно или неправильно, и в чем неправильность его действий, ребята? Что вы заметили? Какие его поступки? Попробуйте как сделать. Не экологичное, да? Не экологичное. Электроэнергию. Совершенно верно, вы правы, молодцы. И теперь ваша, да, еще что-то добавить? Включил воду. Тоже не экономить, да, воду, ресурсы нашей земли. Хорошо, ребята, и вам более сложный вопрос. Встречали ли вы подобное в своей жизни? Может быть, кто-то из вас лично известно? Бывает такое в жизни? Встречали вы это? Конечно, встречается, да, в повседневной нашей жизни. Включил свет и ушел, например, да, и забыл. Компьютер включил и забыл. Хорошо, ребята, давайте теперь мы посмотрим, что же произошло дальше. Как вы думаете? Давайте порассуждаем. Что-то с правильно, того микрофона давайте, хорошо? Дом затопило, наверное. Дом затопило, возможно. Что-то с домом произойдет. Ага, вы, ребята, как считаете? Что произойдет с рыбачком? Природа отомстит. Давайте смотрим дальше. Посмотрим дальше, что же произошло. Я больше этого не вынесу. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Пожалуйста, послушай. Меня зовут Земля. Я планета, на которой ты живешь. Я состою из лесов, гор, морей, океанов, рек. Здесь живет множество животных и растений. Я живу уже очень давно, и на моей поверхности было все необходимое для счастливой жизни. Но недавно на Земле среди деревьев и животных появился человек. Он стал любить деревья, загрязнять природу. Появилось очень много мусора, а воздух и вода стали грязными, стали умирать животные и растения. Если так пойдет дальше, то я скоро погибну. Людям надо обо мне заботиться. Ведь люди тоже живут здесь. И если погибнет Земля, погибнут все люди. Вы согласны с этим утверждением? Если погибнет Земля, то люди тоже погибнут. Нет, Да? не совсем. Не совсем? Ну, то есть люди могут, конечно, прилететь на Марс, но На Марс! Ага, ну давайте, может быть, поспорим, легко ли это перелететь на Марс и вдруг в эту землю загрязнение? Вспоминайте мультик Валли, да, если все смотрели? Да, вот этот мультик, все забросили планету, перелетели на другую, все оставили, да? Они на космическом корабле были, они не на Ну, они все равно перелетели, да? Но они же покинули Землю, правильно? Да? Покинули, оставили заброшенную, загрязненную, да? И скажите, пожалуйста, что мы можем сделать в таком случае? Да? Каждый ответственный, как каждый из нас часть природы. Да, ведь старик? Не старик. Ну, давайте посмотрим, что же теперь изменилось в поведении этого ребенка. Опять же, вам вопрос, ребята, извините, пожалуйста, Данил. Какой он стал? Правильно он теперь поступает, и будет ли он поступать в будущем так же, да, как до этого. Итак, ребята, слушаем, смотрим дальше. Дорогая Земля, я не хочу, чтобы ты умирала. Как мне заботиться о тебе? Это очень просто. Надо помнить обо мне и стараться не вредить. Каждый человек может сделать пару простых и полезных вещей. Постарайся не тратить воду впустую. Закрывай кран, когда вода тебе не нужна. Не мусори, не бросай вокруг бумажки и бутылки. Мусор убивает землю. И не сжигай мусор, бумаг мусор ядовит. Не ломай деревья и не рви растения. Растения легко убить, но очень трудно вырастить.
Экономь энергию, выключай свет, когда он тебе не нужен. Когда производит электричество, очень загрязняет природу. Не трать слишком много бумаги и полиэтиленовых пакетов. Бумага делается из срубленных деревьев. Больше езди на велосипеде и ходи пешком. Машины слишком сильно загрязняют воздух. Ну и, конечно, говори с другими детьми, чтобы они тоже не видели землю. Если земле будет хорошо, и она будет счастлива, то и всем людям, что на ней живут, тоже станет лучше. Помни об этом. Если выживет земля, то выживем мы все. Ну что, ребята, что же поменялось? Давайте мы с вами сейчас порассуждаем. Поменялось, какой он стал теперь? Анна? Изменился в хорошую сторону. Теперь он поступает правильно или неправильно? Теперь он старается поступать правильно, да? Мы все стараться это будем делать тоже. Теперь он... Что изменилось в его состоянии в душе? Он видел, понял, что все будет хуже, если он будет раньше средний и не экономить. Да, совершенно верно, ребята. Да, спасибо, спасибо большое. Так, давайте мы с вами сейчас сделаем вывод. Кто мне прочитает? Так давайте Ирина прочитать вывод. Да? Природа сад, а люди в нем цветы. Не сбережешь ее, не будешь жить и ты. Согласны? Да. Согласны. Итак, ребята, а сейчас мы станем с вами юными наставниками. Вы уже, в принципе, взрослые люди, ответственные, да? Итак, смотрите, есть более младшие ребята в вашей школе, ваши братья и сестры, возможно. Смотрите, давайте прочитаем вот эту цитату. Так, давайте Денис нам озвучит. Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счел бы неприличным делать в гостях. Роман Давид Львович, российский геолог. Да, скажите, пожалуйста, что это значит? Понимаете его изречение? Да. Да, то есть в гостях мы как себя ведем? Нормально, Да, уважительно, прилично, стараемся показать себя с хорошей стороны. Так вот, когда мы в гости к природе ходим, тоже, пожалуйста, да, ведите себя прилично. Итак, ребята, опять поработаем с вами в группах. Первое задание для первой группы. Что бы вы сказали младшим товарищам в следующей ситуации? Прохожий, выкуривший сигарету, выбросил окурок на землю. Ваша команда, ребята. Ученик, выходя последним из школьного кабинета, оставил свет включенным. Ребята из N класса решили нарвать подснежников и подарить мамам. Я даю вам, давайте, полминутки, поразмышляйте, порассуждайте, пожалуйста, в группах, и скажите, что правильно и как бы вы поступили в этой ситуации. Пожалуйста, подумайте. Вы юные наставники, да, то есть вы должны чему-то научить других тоже, как мультики, да, у нас сказано. Подумайте, пожалуйста, над этой ситуацией. Может, вы что-то свое добавите. Кто готов, может поднять руку и... Ну, хорошо, подумайте, добавите, да? Каждый может... Денис готов. Ребята, готовы Дениса послушать? Давайте Дениса послушаем. Денис, пожалуйста. Эй, пожалуйста, вы поднимите такую песню и выкиньте его в мусорку. А мне тоже Ну, может быть, не вся, а вот та территория, да, тот участок земли, на который выключен этот окурок, да? А вы знаете, что триллионы сигарет происходят ежегодно, да? Триллионы сигарет выкуриваются. И сколько окурков брошено на землю, ребята? Это очень опасный, кстати говоря, мусор. Потому что он, во-первых, разрушается от 5 до 15 лет. Представляете, вот этот маленький окурок и может заразить 500 литров воды. Представляете себе, и территория, на которой окурок выброшен, становится А мертвой. большинство этих сигарет выкурила страна дома и недовольна. Честно говоря, я не давала статистику, возможно, я посмотрю, хорошо? Уточню эту информацию, мне тоже интересно. Хорошо, кто-то еще что-то добавит, ребята? Как вы бы поступили? Конечно, если надо было бы слушать, лучше вообще не курить. Да, можно что сказать? Курить? Вредно, да, вредно и для своего здоровья, да, и вообще для природы тоже, оказывается, очень вредно. Так, ребята, спасибо большое. Вы, ребята, ваша ситуация бывает такое, что вот вы, выходя, или кто-то, выходя из кабинета, остался включен. Что нужно делать, ребята? Совет дайте, пожалуйста, младшим ребятам. Я бы посоветовала этому ученику выключить свет, чтобы не тратить электроэнергию впустую. Все согласны, ребята, потому что давайте делать так и всегда. Желательно выключать, да, все-таки свет, выходя из комнаты. Ну, благодарю вас. Так, Ваша, пожалуйста, Яна, как ты считаешь? Можно не отказываться от цветов, но купить для цветы произведенных для этого местах, чтобы, например, было теплица, в которых Специально выращивать, да, эти цветы? А не тратить ресурсы природы. А что вы, ребята, вообще знаете про подснежники?
Вообще, какую-то информацию знаете про подснежники? Подснежники. Они называются подснежники. Подснежники, ну, их так называют, потому что они весной вырастают из-под снега, прямо, ну, быстренько так. Да, они холодную погоду любят, да, под снегом. Другое название, ребята, галантус, означает молочный цветок, он белый, да, ребята? Галантус его еще называют. Да, это очень редкий цветок, занесен в Красную книгу. Если вы хотите подарить маме цветы, лучше в горшке каком-нибудь, да, подарить, чтобы он расцвел и радовал долгое время, а не срезанный, да, зря. Хорошо, ребята. А сейчас мы с вами поиграем в игру «Сортируем мусор». По очереди вы выходите в команде, да, и сортируем мы с вами мусор сегодня. Итак, вот, ребята, у нас есть мусорные баки. Смотрите, ребята, вот у меня вода, крышка, да? Куда мы ее денем? Она идет в переработку, ребята? Идет. Вот этот стаканчик? Тоже. А вот маски? Это тоже стало трагедией, да, нашего времени, потому что куча масок лежит на земле и плавает в океане, да, к сожалению. Или телефоны бросают. Их нельзя бросать в природу, да? Нужно специально утилизировать. Итак, давайте прочитаем с вами задание. Кто нам прочитает? Давайте Даниил, да? Разделение мусора – это дело, которое должно войти в ежедневную привычку. Раздели мусор правильно, показывай. Итак, давайте мы с вами приступим, пожалуйста. Кто желает? Давайте по очереди, пожалуйста. Кто? Ленуш, пожалуйста, давайте по очереди. Выбирайте, пожалуйста. По контейнерам, да? Переносим контейнер подходящий. Что это? Вода. Идет туда? Если это будет Ну, это... Так, спасибо. Так, Юлиана, давайте, пожалуйста, побыстрее. Идите, сразу готовьтесь, да? Ага, спасибо. Давайте, кто еще желает? Ну, давайте, кто еще желает? Вы поняли, да, наверное, что мы делаем? Давайте, пожалуйста, Артем. Давайте каждый из команды кто-нибудь попробует, да? А потом можно дома потренироваться, да? Это, наверное, Подскажите, может, какого? я просто не видела. Это керамика. Вот сюда. Ну, давайте еще. Давайте, спасибо, давайте. Наверное. Ну и еще один человек. Давайте. Хорошо, ребята, вы поняли, да, что мусор что нужно делать? Сортировать. Но, к сожалению, наша страна только сейчас начинает, в общем-то, сортировать мусор, да, мы где-то уже, наверное, видим, да, вот такие специальные контейнеры, да? Хорошо, ребята, смотрите, а что мы можем сделать, каждый из нас, в спасении нашей планеты? Один маленький шажочек каждого из вас спасет планету. Крышки добра, слышали про такую акцию? Да, поднимите руки, кто участвовал в такой акции? Ага, отлично, кто еще? Хорошо. Кто собирал макулатуру, например, в школе? В гимназии? Собирали, молодцы. А батарейки, которые в наших, например, вот мышках или где-то еще, почему они вредят природе, ребята? У них есть специальная такая энергия, которая вредит почве. Да, да, там есть ядовитые вещества. А еще какие-то акции, ребята? Да, пожалуйста. Одна батарейка может купить одного маленького ежика и загрязнить 500 миллилитров воды. Да, совершенно верно. Поэтому батарейки мы специально утилизируем, да, ребята? Какие еще акции вы проводили в вашей гимназии, ребята? Может, поделитесь со мной? Бутылки, например, Да, стекло, да? Стекло или пластик? Пластиковое. Их тоже можно сдавать и утилизировать. Смотрите, ребята, существуют специальные различные акции. Например, «Сдай макулатуру, спаси дерево». Это не только спасение планеты, но и доход. Согласны? Прекрати отходы во что? Доходы. Да, вот, например, «Вода России» или «Речная лента», ребята, да, есть такие «Часть земли», знакомая вам акция, да, ребята? Смотрите, мусор для одного человека превращается в сокровище для другого человека. Согласны с этим утверждением? Согласна. Смотрите, какие красивые вещи можно сделать из ненужных. Вот оригинально. Вот смотрите, какой пенал красивый. Да. Так ты думала? Может быть, из вас кто-то тоже подумает. Так, ну что, ребята, смотрите.
Смотрите, в Сыктывкаре тоже существуют разные организации для переработки вторичного сырья. Вот смотрите. Да, например? Мгм. Спасибо, ребята. И еще один момент. Давайте завершим наш классный час следующей фразой. Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Должны ли мы жить в гармонии, ребята? Конечно. Согласны? Тут вы для себя усвоили? Да. Маленький шажочек на пути к спасению планеты – это дело каждого человека. Спасибо, ребята, за участие. Спасибо огромное. Надеюсь, вы что-то для себя взяли. Вы можете это. Спасибо.